Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Xayrli kishlar, qadrli do'stlar, sizning bilan Ilmtada efirda bugun men Ruslan Aysin ham hurmatli Bulat Sayfiddin. Bulatbek, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Алейкум ассалам, Руслан Бey, xayrli kechlar, qadrli millatdoshlarimiz, fikrdoshlarimiz. Добрый вечер всем. Всем добрый вечер. Приветствуем вас всех, дорогие друзья. Мы, в общем-то, с небольшого перерыва с Булатбеем вновь выходим в эфир. И по традиции просим подписываться, ставить лайки и подписаться, вернее, подключить VPN, поистине VPN, который сделала наша команда. Ссылка внизу есть, потому что, вы знаете, по-другому никак. Сейчас в России и в других странах, собственно говоря, это единственная сейчас возможность не просто смотреть YouTube, заходить на нужные вам сайты, но и просто общаться через WhatsApp, Telegram и другие сервисы. То есть это сделала наша команда, так что надежно, эффективно и, собственно говоря, безопасно. Рахмет, как говорится. Ну что ж, Булатбей, интересная картина вырисовывается. Какого формата? Вот 30 августа мы, можно сказать, отметили 35-летие со дня провозглашения Республикой Татарстан Декларации о государственном суверенитете. Вот 35 лет прошло, вроде срок-то немалый на самом деле, можно сказать, 1,5 поколения, но вновь, вот как в конце 80-х годах, в 2025-м ставятся те же самые вопросы. Сохранение татарского языка, сохранение республики, или придание ей какого-то статуса. Вот что миллят бетебара, что нация исчезает, да, что Москва давит, что Москва грабит. Как так получилось, на твой взгляд, что мы с одной точки стартовали и, по сути говоря, в ту же точку спустя 35 лет пришли? Я, во-первых, начну с того, что тоже призываю всех использовать VPN поистине для того, чтобы пробить вот эту пропаганду, да. Мы знаем, что весь этот режим гнилой, ржавый российский режим держится исключительно на коллективном страхе. Соответственно, для того, чтобы иметь доступ к правильной, точнее проверенной и настоящей свободной информации, а не к той пропаганде, которая льется из всех кремлевских СМИ, российских СМИ, я тоже призываю использовать, подключаться к VPN поистине. Это действительно как бы безопасно и имеет смысл, так скажем. Касательно твоего вопроса, Руслан Бей, ведь начать надо с чего? Что мы на самом деле в худшую точку пришли. Мы вернулись не конец 80-х годов, скажем так. То было время надежд, конец 80-х, начало 90-х. Да, ну и режим, как бы мы все понимаем, что Горбачевский, ранние ельцинские режимы были не, скажем так, не сродни тому, что сейчас есть, да. Сейчас фактически страна находится, Россия, я имею в виду Российская Федерация, находится явно в тоталитарном состоянии, то есть это даже не авторитарный режим, это тоталитарный режим, это, я не знаю, нацистский режим или фашистский режим, как на любителя, да, все по-разному любят классифицировать, так скажем. Ну вот с моих как бы позиций я бы его описал бы как тоталитарно-фашистский, так скажем. И, так скажем, когда возрождалось татарское национальное движение в конце 80-х годов, так или иначе были какие-то проспекты, были какие-то надежды, свободы, так скажем, некие надежды на будущее, так скажем. Сейчас мы пребываем в гораздо худшей ситуации, нежели тогда. И, конечно, мы все, да, друг друга и поздравляли, и отмечали, и вспоминали, так скажем, этот день, в который 35 лет назад была как бы принята декларация, так скажем, о суверенитете Татарстана. Ну, фактически нужно констатировать, да, вещи называть своим именем, так как оно есть. По факту этого суверенитета нет. То есть за 35 лет мы остались без того, что мы фактически провозглашали, так скажем.
Тем не менее, я думаю, тут много, конечно, факторов. Нельзя не учитывать то, что и вся Россия трансформировалась за эти 35 лет до полной, так скажем, неузнаваемости, когда фактически произошел реванш, да, спецслужбы, так скажем, взяли реванш и окунули полностью Российскую Федерацию в войну, в репрессии, в тоталитаризм. То есть тут нельзя, так скажем, все, я не знаю, все, скажем так, свои обиды и какие-то, я не знаю, разочарования, обвинения направлять только исключительно в сторону Татарстана, в сторону татар, в сторону татарских элит. Это было бы тоже неправильно, так как вся Россия поменялась. Мы знаем, есть, скажем так, республики в составе Российской Федерации, ситуация в которых гораздо хуже, чем в Татарстане. И с правами человека, и вообще с общим, так скажем, фоном общественным, политическим там и так далее. Но, тем не менее, я хочу сказать, Русланбей, не знаю, согласишься ли ты со мной или нет, что элиты, так скажем, политические элиты, власти, которые взяли власть в Татарстане тогда, на заре, так скажем, провозглашения суверенитета, когда потом распался Советский Союз там, и так далее и тому подобное, они все-таки, наверное, не соответствовали. Сейчас, конечно, легко это говорить, так скажем, про прошлое, да, но, наверное, все-таки их общий уровень не дотягивал, так скажем, до того, чтобы вести Татарстан к подлинному суверенитету. Они многое разменяли, так скажем, на экономику, на деньги, на финансы, на бабло, на инвестиции. При этом, ну, это как бы я ничего нового, так скажем, не говорю. Тем не менее, это политическая некая субъектность, суверенитет были в значительной степени отданы взамен неким экономическим, финансовым благам, преференциям, проспектам, возможностям там, и так далее. И так или иначе, по прошествии вот этих 35 лет после объявления суверенитета, мы знаем, что татарстанские элиты, которые в значительной мере обогатились, стали долларовыми миллиардерами, сами их дети, родственники и так далее, они продолжают быть долларовыми миллиардерами, и как бы, видимо, никак совесть их не грызет то, что они фактически продали суверенитет республики. Суверенитет республики, в то время как для нового становления, для возрождения, так скажем, для ренессанса татарской национальной идеи нужны люди, для которых как раз-таки совесть более ценная некая категория, нежели вот эти авуары за рубежом, в России, в Татарстане, там еще где-то, на мой взгляд. На мой взгляд. И как бы еще такой момент, я вот для меня лично, где-то в середине нулевых, 5-й, 6-й, 7-й год, было как бы понятно на таком, я не знаю, интуитивно-аналитическом уровне, да, что те экономические блага, которые приобретает Татарстан, Казань во время, так скажем, когда Казань была, ну, как скажем, очень облагорожена, да, во время празднования тысячелетия, потом всякие там спортивные мероприятия проводились, там вроде универсиады там и так далее и тому подобное. Но для меня лично тогда было понятно, что Москва в будущем спросит за то, что дала вот, совершить некий такой экономический рывок. И вот, к сожалению, я был прав. Я, конечно, это как бы не писал об этом тогда нигде, больше как бы разговаривал на каком-то таком с друзьями, там, со знакомыми, с родственниками об этом. Ну, фактически так и оказалось, да. Я рад бы был ошибиться,
Но фактически Москва и, так скажем, спросила, забрала обратно. Ну да, прости, я слишком глубоко ушел. В принципе, вот так вот. Рахмат Сина, это мне напомнило известную притчу, что пастух специально закармливал барана или овцу, откармливал его, чтобы потом заколоть и, ну, в общем-то, продать это мясо, шкуру, ну и так далее. Да? Здесь, получается, я соглашусь, где-то вот это присутствие, оно есть. То есть вот эти вот федеральные целевые программы, ведь, по сути говоря, Татарстан очень серьезно расплачивался. Там структуру вот этих вот ФЦП, федеральных целевых программ, мало кто понимает. А вот во время универсиады Татарстан залез в долги, потому что, я не помню процентовку, но значительную, Татарстан должен был тянуть на себе. Дальше, ну, построили в огромном количестве действительно всякие объекты, там, инфраструктурные, но, помимо прочего, спортивные объекты, которые надо содержать. По-моему, там 300 миллиардов, вот, или 280, сейчас не помню, я писал об этом в свое время. На меня тоже набрасывали, зачем ты критикуешь. Я говорю, слушайте, если не критиковать, то что? Ну вот Татарстан влез в долги. Сейчас огромное количество этих спортивных объектов. Ну, спортивные нации, что ли, окей. Дальше, а на чьи плечи они ложатся? На плечи татарстанцев. На плечи татарстанцев, потому как спортивной нации по-настоящему и не стали. Для этого, потому что нужно массовое низовое участие детей. Но мы все в детстве ходили. Я вот ходил и футболом заниматься, и борьбой заниматься. Ездил на трудовые резервы стадион. И, собственно говоря, сейчас это там крутейший стадион, но он не задействован, по сути говоря. Не задействован. Платить все так же надо детям. Я-то ходил бесплатно заниматься. А теперь каждая секция, они стоят дорого. То есть ты покупаешь амуницию, экипировку. Там, если хоккей, так это вообще дорогое удовольствие, потому что ребенок растет, ему там в сезон даже 2 пары, может, коньков надо менять. Да, ну, если это Ну, особенно... извини, Руслан, да, если Просто. можно, да, вот как бы пока далеко не ушли, я этого тоже никогда не понимал, мы чуть-чуть в сторону уходим, но тем не менее это тоже важно проговорить. Хотя люди, которым я об этом всегда говорил, они как-то всегда в штыки воспринимали мои слова в большинстве своем. Смотри, они застроили всеми этими стадионами, там Казань, в Самаре был чемпионату мира стадион построен, потом если в Сочи, там вот кто был в Сочи, там все застроили всеми этими стадионами. Для чего все это? Это же фактически в пустоту, это все мертвое стоит, по большому счету. Это практически не используется, в это вбухано громадное количество денег. В итоге... И что в итоге, да, вот я просто хочу сказать. Это... Ну, что в итоге, да, в Казани тоже чемпионат мира проходил по футболу. И, собственно, например, в Волгограде, если помнишь, тоже построили стадион, его размыло в конечном итоге под ливнями, его там в Сочи, я смотрел, большая часть, она не действует, загнивает. Ну, как это было в Афинах в 2000 году, вот сейчас, если, дорогие друзья, забьете в Гугле, посмотрите, что с этими объектами. Они все заброшены в ужасном состоянии, потому что содержать это все дорого. Яры, если бы действительно мы были там по принципу Дубая, сам хозяин, сам, значит, строю, сам, у тебя есть спрос, да, ты можешь проводить эти мероприятия. Татарстан вот решил, сделал заявку, так он же не субъектен, он не может сделать заявку на проведение какого-то мероприятия, только через Москву, и с учетом того, что практически все спортивные федерации в России, они, что называется, заблочены, да, то есть, ну, они входят в Международный олимпийский комитет, ну, ты знаешь, там членство по факту приостановлено. А ведь на эти средства, я понимаю, можно было построить культурные объекты, там, вложиться в образование, по крайней мере, улучшить жизнь людей, потому что, говорит, вот гордитесь. А чем гордиться, если ты как бы с копейки на копейку перебиваешь, у тебя татарских школ нет? Да это Да? здесь Чем гордиться-то? нечем гордиться, это позор, я считаю, это позор, потому что если зайти вот в любую районную поликлинику, там в крупном городе, в миллионнике, это ужас, это состояние, как будто бы после бомбежки все эти поликлиники, несмотря на федеральную целевую программу, опять-таки, ФЦП здоровья, там, которое было все это проведено, да, в бытность президентства Медведева.
Да, это же все было своровано, так скажем. И вот эти все стадионы, я это и говорю, это миллиарды, гниющие миллиарды. Понятно, что еще, наверное, столько же миллиардов они украли, так скажем, помимо того, что построили все Еще эти бы, стадионы. еще Но вот смотрите, вот, дорогие слушатели, да, Руслан Бей, я просто хочу что еще добавить здесь. Вот некая закономерность есть, да. В 2014 году они провели Олимпиаду, и тут фактически ввязались в Украину, да, весь этот кризис. Тогда же начался фактически. Они да. оккупировали Крым, влезли в Донбасс, там начались вот эти все сепаратистские движения, были эти, вернее, ФСБшники туда, так скажем, отправлены, которые начали эти сепаратистские движения на востоке Украины. Потом, смотри, они в 2018 году провели чемпионат мира, опять-таки угробили громадное количество миллиардов долларов в это во все. Для того, чтобы теперь, смотри, теперь что они делают? Теперь они начали уже полномасштабное вторжение в Украину. И для чего все это было сделано? Тогда они говорили, якобы тем самым они повышают международный престиж, так скажем, России там, или Татарстана. Так ну это же все к чертовой матери, извините меня за выражение, все обнулено, все эти престижи с началом всех этих вторжений. Получается, все это было в пустоту просто слито, да, все эти стадионы, там, чемпионаты мира, олимпиады и так далее. Тогда как за эти деньги можно было бы, ну, просто медицинский уровень, я не знаю, там, или действительно образовательный поднять, наверное, в разы, скажем так. Но это не было сделано, потому что цель их была просто украсть на самом деле. Я так считаю. Да, по-другому наши чиновники, они не умеют работать. Это было бы очень странно, если бы это было наоборот. Потому что те возможности, которые были, вот мы много здесь на эту тему тоже дискутировали, еще в 90-х годах были вот эти интересные сравнения. Сейчас с учетом того, что технологии развились, можно, наверное, там загрузить искусственный интеллект, чтобы он дал такой сравнительный анализ по поводу, ну, компаративистика такая, да, возможности Кувейта и Татарстана в 90-х. И, в общем, по всем параметрам Татарстан был впереди. Ну, потому что у нас есть водные ресурсы, ты знаешь, промышленность, население образованное, научные институты, фундаментальные школы, туда-сюда, логистика и т.д. т.д.п., да, не только нефть, что называется. А сейчас, ну, вот даже смешно подумать, что вот мы могли бы, в принципе, даже какие-то бы Дубаи обогнать, потому что, ну, что там Дубай? Ну, вот на что? Это же не... Они взяли эту нефть, они там начали диверсифицировать экономику, я не в восторге от Дубаев, но экономически понятно, что они выстроили стратегию. У Татарстана были такие возможности, но, как ты вот вначале сказал, обогатились, но обогатились единицы. Вот эти самые там 4 человека, долларовых миллиардеров. Пожалуйста, у них такие возможности есть. А у простых людей нет. У татар нет таких возможностей. Хотя вроде мы сетуем и на бизнес, что бизнес должен участвовать. Конечно, должен соучаствовать бизнес. Иначе мне трудно представить, что он может где-то в середине, ну, в стороне остаться. То есть есть люди, наверное, которые там ориентируются на либертарианцев или там, значит, на Атлант расправил плечи, как ее Алиса Розенбаум, или как ее настоящая фамилия, да, Айн Рэнд, так называемая. Значит, что вот надо делать ставку на таких сильных людей, стронгмены, которые, дескать, вот... Но они же не занимаются благотворительностью. У татар все-таки понятие бизнесовости, оно связано с исламской идентичностью, с исламским ахлаком, когда садахасын шагарасан, да, ятимнарга бирясын, мухтаджларга бирясын и так далее и тому подобное. Вот на этом строился бизнес у татар. То есть это не была идея приумножать деньги, потому что сама по себе это очень порочная система. То есть это такая вот отвратительная магия. Ты кладешь деньги в кошелек, $100 или там 100 рублей, вытаскиваешь, а у тебя там 150. Ну, само по себе это аферизм. Так же, как и любой бизнес, который не построен на правильных основаниях, это аферизм все-таки. Так вот, ладно, здесь как бы вот бизнес бизнесом, но ведь Татарстан там,
как известно, и по Конституции все недра принадлежат народу. А народу от этих недр что-нибудь остается? Нет, достается, вернее. Нет, кукиш один остается. Ну и говорят, вот гордитесь. Хорошо, когда-то гордились, а сейчас всем гордиться. Сейчас гордиться мало чем можно. Я, Руслан Бей, извини, что перебиваю, Гафуит, да, на самом деле в Российской Конституции когда-то было записано, что все недра принадлежат многонациональному народу Российской Федерации. Я не знаю, в новой редакции осталась эта статья, нет, скорее всего, да, я думаю, вряд ли ее это удалили. Ну, она в базовой части, она осталась, да. Да. И хочу сказать, в Татарстанской Конституции, так скажем, то же самое, да, было, похожая идея, статья. Ну, мы же знаем, что никогда ни в России, ни в Татарстане этот принцип не был реализован на самом деле в действительности. То есть и татарстанский, и татарский, и российские народы просто были обмануты всеми этой организованной, не побоюсь этого слова, да, преступной группировкой. Кстати, даже чат GPT знает, что путинская власть – это организованная преступная группировка, террористы и экстремисты, а не те, кого они ими называют. Даже чат GPT знает об этом, да, я проверил на днях. Вот. Они захватили все это, распилили между собой. И вот, кстати, такой момент, Руслан Бей. Вот если бы в действительности эти татарстанские недра принадлежали бы народу Татарстана, интересно, кто бы пошел бы, кто-то воевать за деньги на войну в Украине? Я думаю, вряд ли, да? Так как уровень экономический был бы, так скажем, выше, вряд ли кто-то за деньги пошел бы воевать в Украину. И плюс ко всему, ну, вероятно, кого-то мы мобилизовали бы, конечно, я имею в виду насильно, да? Против его воли, так скажем. Ну, вот смотрите, дорогие слушатели, на самом деле тут на днях была новость, да, что много об этом говорили, к сожалению, у нас эфир сдвинулся, да, что Путин и Си проговаривали тот момент, что хотят дожить до 150 лет. И вот эти как раз-таки недра вкладываются в то, чтобы продлить их жизнь, да, печатать органы, там, улучшать метаболизм, там, и прочее, и т.д. и т.п., как говорится. При этом, какое лицемерие идет, Руслан Бей? То есть эти, ну, не будем говорить про китайского, да, Си, будем говорить про российского, так скажем. Это моль, это сволочь, хочет прожить до 150 лет. При этом отправляет татар и башкир умирать в Украину. Говоря, это же было у него, это, как это, скажем, встреча с матерями якобы, в кавычках, погибших, да, на войне, что якобы они так хотя бы не от алкоголизма умерли, а за родину погибли. При этом сам сволочь хочет жить до 150 лет. Я не могу это другими словами назвать, к сожалению, да, извините меня за не совсем приличную, так скажем, лексику. Вот и при этом что делает, там, допустим, это тоже татарстанское руководство? Оно просто-напросто обслуживает интересы этого властителя, да, правителя, его даже уже президентом не назовешь, так как он фактически захватил власть, и отправляет наших татар умирать в Украину. Вот, а при этом сами занимаются продлением собственной жизни. Что я могу здесь сказать? Недра никогда не принадлежали, да, никогда не принадлежали и не принадлежат ни татарскому, ни российскому народу. То есть фактически эта статья и Татарстанской конституции, и Российской конституции, она не выполняется этой властью и никогда не выполнялась. Ты знаешь, я тут вспомнил, что Конституция Российской Федерации ведь написана на крови. 93-й год, расстрел Верховного Совета. Мы вот в прошлом стриме позавчера как раз с Ринатом Мухаметовым об этом вспоминали. Там Хасбулата, вот этот Верховный Совет. Конституция Татарстана принята в 92 году, как известно, и без крови. То есть эта империя, она в принципе, что называется, утверждает
любой свой акт элементами геноцида, крови, преступлений. Ведь очевидно, что вот если бы вот этого безумного там Ельцина путинизма не было, то, конечно, ситуация была бы определенно другой, и для нас в том числе. Потому как они делают все, чтобы нас уничтожить. Я в этом сейчас уже нисколько не сомневаюсь, потому как все вот их действия, они направлены именно на это. То есть почитатели там послушать даже, что говорят не маргиналы уже, а там чиновники, депутаты, да, они прямо провозглашают нацистские лозунги, абсолютно нацистские. Да. Нисколько не стесняются. Ну, как эти люди могут, в принципе, чего-то стесняться, да? И стало понятно, что вот, ну, как бы их ничего не сдержит, если завтра там объявят нас врагами впрямую, пожалуйста. Ну, объявляли чеченцев врагами, там, чеченец равно террорист, так же было, так я помню. Да. Ты помнишь, вот в 90-х годах что-то случалось, и по СМИ говорили чеченский след. Да. Чеченский след. Кавказский, или чеченский, да. чеченский след. Все. Как бы, и все сразу улюлюкали, да, это они, потому что, а кто еще может там, кто еще может бабушку убить, только они там и так далее, да. Собственно, вот это вот отношение так называемого другого, а мы все-таки для них другие, оно никуда не делось, и оно подпитывается вот этой войной, в том числе этим насилием, этим бесконечным безумием. Кажется, что, ну, как бы вот есть какой-то же, да, предел. Но нифига предела нет, они расширяют створки этого предела или отодвигают его, вот эти вот редлайны, так называемые красные линии. Но ведь смотри, мы тоже, в принципе, ответственны в какой-то степени за не за то, что случается. Я вот здесь как бы не совсем разделяю мнение многих, которые говорят, что вот мы виноваты. Ну вот, коллективная ответственность вещь, конечно, может очень красивая, но абсолютно несправедливая. Да? Вот татары, то есть могли бы ведь быть и в другом статусе. То есть я имею в виду вот сейчас в условиях тоталитаризма, если бы мы были более напористые, более смелые, более принципиальные, может быть, как бы вот более сплоченные, то вот, может быть, бы и вот эта эпоха не была бы для нас, ну, такой катастрофической, да, пережили бы там, условно говоря, как сталинскую эпоху. Но сейчас вот мы смотрим с тобой, разворачивая картину и карту того, что происходит, и оказывается, что при всем том, что вот у нас большая история, и у нас много вроде как, но организационно и в смысловом плане татары как-то очень себя пассивно ощущает. То есть, ну, есть хорошее слово, татар сюльпен, да, вот, ну, как бы такой вот, как это перевести правильно, ну, не активный, да, такой вот пассивный, да, пассивный. Вот как нам преодолеть эту пассивность, на твой взгляд? Ну, к сожалению, тут, Руслан Бей, количество не равно качеству, да, мы знаем, сколько мусульман проживает в Индии, например, их там сотни миллионов, по-моему, и при этом они в положении вообще полностью бесправных, там, очень плохом положении. К сожалению, вот эта вот игра татар, я тоже смотрел ваш последний разговор с Ринатом Мухаметовым позавчера, и, к сожалению, вот эта игра в дурачка, так скажем, взять хитростью и не вступать ни в коем случае в прямую конфронтацию с Москвой, с центром, сыграли, наверное, и продолжают играть с татарами дурную шутку, так скажем. Плюс же тут еще нужно сказать, что вот эти татарстанские элиты власти никогда, по большому счету, они не были властью, знаешь, как бы я это сказал, властью татар. Они вот именно были властью как бы Татарстана как региона России. Да, с большей степенью там автономности в те времена, когда там был так или иначе в той или иной мере федерализм сохранялся. По мере сворачивания, да, коллапса федерализма по всей России, эти
власти татарстанские превратились фактически, ну, чуть ли уже не в рядовых, так скажем, губернаторов. Ну, допустим, наверное, не совсем до такой степени, как там губернатор какой-нибудь там Тверской или Курской области, но, тем не менее, статусности у них нет, я считаю. И даже вот то название, которое мы вывели в эфир, да, сможет ли Путин убрать Минниханова, действительно. Ну, а кто такой Минниханов? Так вот, для Путина, я имею в виду. Если захочет, конечно, уберет и посадит кого угодно. Что я могу сказать? И И никто не будут его пикнет. защищать. И естественно, и потому что, ну, ты это много раз проговаривал, что та же самая татарстанская власть и похоронила фактически некую инициативу самого татарского народа в Татарстане. Я бы связал тут еще вот этот момент так. Должно быть, Русланбей, самоуважение, да? Все-таки, наверное, все начинается с самоуважения. И каким-то образом это переплетено с уровнем грамотности, информированности, я не знаю, вообще общего развития. Потому что, вот я еще раз хочу привести этот пример. Вот Путин заявляет, что хочет прожить до 150 лет. При этом там какой-нибудь татарин или татарстанец из Татарстана идет, умирает за этого Путина на войну в Украине. Вот вопрос возникает, есть ли у этого татарина самоуважение, или башкира, там, неважно, самоуважение, и при этом, возможно, он просто действительно находится в таком загнанном состоянии, да, что он не знает о том, что вот Путин там до 150 лет собирается прожить. Он как просто об этом не думает, он занят самовыживанием, так скажем, выживанием точнее, выживанием. Но, тем не менее, вот эти две компоненты, на мой взгляд, самоуважение и, ну, общий уровень, я не знаю, там, образованности, по идее, должны быть некоторыми такими элементами, да, без которых, ну, просто невозможно дальнейшее существование татарской нации. Я действительно согласен с тем, что если дело будет продолжаться таким образом, что, может быть, действительно в ближайшее время, ну, там, я не знаю, в период там 10-20 лет, 30 максимум, и там некоторые говорят о 40-50, по-моему, это оптимисты, действительно, татарская нация может исчезнуть, так скажем. Ну, остаться, естественно, как некая такая этническая группа там, но, тем не менее, потерять свою именно, вот, скажем так, формат нации, перестать быть нацией. Вот. Поэтому, как бы, я почему и начал вот сегодняшний разговор о том, что все-таки нам люди нужны такие, для которых совесть, так скажем, дороже, чем некие другие вещи, да, базовые. И если вот это чисто, я просто говорю вот об этих чисто экзистенциальных, да, человеческих качествах, базовых качествах, таких как совесть, самоуважение, там, но образованность, вещи несколько иная. Вот если это у людей присутствует, у татар, допустим, там, у башкортов, еще у кого-то, разве они будут умирать за этот мерзейший, наверное, в истории режим, который захватил все, и в том числе нас, да, и будут ли они безразличны к тому, что фактически наша нация стирается во всем вот этом происходящем? Я с тобой согласен, как раз-таки отсутствие, тут вот кто-то про Гегеля написал, и, судя по всему, его придется вспоминать, да, вот вопрос суверенности каждого человека, он выливается в суверенность воли народа, республики. Вот ты правильно поставил вопрос. Вот эти люди, которые туда идут умирать за вот этого плешивого карлика, они обладают уважением, то есть суверенностью? Получается, что нет. Потом, в общем, и нечего удивляться, что мы и в целом потеряли суверенность, потому что отдельный каждый человек теряет эту суверенность. Или он ее продает, или он ее игнорирует. Он говорит, она мне не нужна, мне вот там
телевизор подавай, там жратву подавай, еще что-нибудь подавай. А это есть то, что ты говоришь, вот это вот внутреннее достоинство. Его не измеришь, там, значит, не подойдешь вот этими измерительными приборами, да, оно есть или нет. Потому что можно рационализировать все, что угодно, как некоторые пытаются, да. А вот когда у меня тут мы поставим к нам на канал, да, Лаверса, ну, небольшая такая лекция у меня была у нашего коллеги азербайджанца Расима Бабаева, журналиста, про Казанское ханство, буквально там на 30 минут. И вот что случилось, вот что я ему рассказывал тогда. Вот, ведь там были 2 волны христианизации. И подавляющее большинство татар, хотя был небольшой процент, то, что называется крещенные, да, крещенные татары, они шли на верную гибель, смерть, принимали мученичество, становились шахидами, но не шли на услужение. Не меняли ни веру, ни идентичность, ничего. Целыми селами, целыми аулами уничтожали. Там, сжигали, топили и все остальное. Рубили, резали. То есть они же не думали рационально, хотя предлагали вот уже, когда была 2-я волна христианизации, конкретно предлагали. Даем земельный надел, пожалуйста. Можешь содержать крестьян, пожалуйста, да. Можем дать тебе даже статус мурзы, например, или дворянина. Пожалуйста, все рационально, да. То есть ты можешь это... Нет, так ты лишен всего по факту. Ты бесправный. А значит, да, были единицы, тут никто не спорит, кто шел на это. В семье не без урода. Но сейчас я смотрю, что вот это вообще задвинуто. О какой чести, о каком достоинстве, национальной гордости там говорят. Ну, что, тут все вот рационально. Алхшатулиляр, Мандабиряляр, здесь деньги дают за убитого там сына или мужа, там машину, там Ладу Калину или что-то там давали, помнишь? Вот. А были такие случаи, вот я знаю, мне рассказывали, когда ничего нет, то есть отправили куда-то на Бомбас, буквально вот он приехал, в первый день бросили специально на передовую, от него ничего не осталось, там Хаймерсом всеми расстреляли, ничего не осталось, привозят там какую-то его фуражку или что-нибудь, фуражку хоронят. Вот даже Мяйтиюх, да, даже вот тела, собственно, нет, это вот, это ужасное дело, потому что за что он умирает, он же еще пред Всевышним будет держать ответ. Он же будет держать ответ, это же не джихад никакой. Это агрессивная война, то есть ты агрессор, ты преступник по факту, или ты соучастник этого преступления. Ну и если ты такой действительно крутой человек, если ты готов умереть, да, если ты готов умереть, почему же ты тогда не идешь умирать за наши ценности? Почему? Они боятся. Вот меня поражает, эти люди там боятся, ну, реально даже там по телефону разговаривать, что при мне там, когда мы там были, да, что что-то там лайк поставить и так далее, что прищучит. А вот идти умирать, скорее всего, у тебя процент твоей гибели будет 90%, этого они не боятся. Вот это вот тоже как бы странная, парадоксальная вещь в мышлении. Это потому, что вот здесь уже как бы ничего не работает, самостоятельного мышления нет, соответственно, суверенного мышления нет. Так что вот суверенитет, дорогой Булатбей, это вещь крайне серьезная, да, мы зрителей наших к этому и призываем, это метафизический аспект. Это не просто там в 90-м году приняли декларацию о государственном суверенитете, нет, это утверждение некого вот высочайшей воли. Но... На самом деле, если позволишь, Русланбей, извини, что опять перебиваю тебя, ты очень правильно так перевел, так скажем, на политический язык, да, некоторые такие экзистенциальные вещи, с которых я начал. Действительно, если человек не будет суверенен, так скажем, что он вообще из себя представляет? Он ничем не отличается от животного. Даже у животного, так скажем, у высших животных, если посмотреть на поведение кошки или собаки, даже у них есть суверенность какая-то. То есть вот это создание, так скажем, Всевышнего, оно не ведет себя как, я не знаю, раб там какой-то. А люди некоторые, они сами себя загоняют в какое-то состояние хуже, чем вот это животное, по большому счету. Хайванизм такой. Да, хайванизм. Я даже говорю, они хуже, чем хайваны, потому что называть их хайванами – это оскорблять хайванов, так скажем. Потому что хайваны более достойные порой, нежели эти люди.
Это раз. Во-вторых, я хочу что сказать. Ну, в этом вот как раз-таки виноват ведь Руслан Бей и татарстанская власть, я считаю. Они фактически создали некий такой вот, как вы назвали вот эфир позавчера, сувенирный суверенитет. Еще тогда сувенирный суверенитет, я считаю. Ради которого, так скажем, не каждый татарин видит в этом нечто такое глубокое, действительно ценное, за что стоило бы умирать. То есть фактически вот этот вот сувенирный суверенитет Шаймиева, далее Минниханова, это был некий симулякр, да? Я вот хочу такой вопрос поставить. Действительно, он, как бы, я считаю, фундаментальный характер имеет. Был ли тот суверенитет, была ли та независимость татарстанская, которая была вот развита, построена во времена Шаймиева, далее там Минниханова, действительно суверенностью татар? Я считаю, что нет. И понимаешь, и многие татары, я думаю, где-то под коркой это понимают. Они чувствуют, что это не настоящее. Так вот, наша задача, я считаю, наша задача – это действительно построение настоящего суверенитета, подлинного суверенитета. Никто не хочет умирать там за этого хана, неважно, как его зовут, там Мини-хан, там Шаймий, там и так далее. Когда речь шла бы, например, если бы речь шла бы о подлинном суверенитете татарского народа, возможно, ситуация была бы несколько иной. Плюс ко всему, вот я понимаю, что есть некая гуманитарная там интеллигенция, да, так скажем, научная, там, гуманитарной направленности, историки там и так далее. Но, тем не менее, нужно признать, да, что на определенных порах для, например, технарей, для естественно-научной интеллигенции Россия, понимаешь, как бы я сказал, предоставляла лучшие прожекты, лучшие, так скажем, возможности, да, для развития, ну, скажем так, на территории Российской Федерации как таковой, неважно, чтобы вот, то есть ты не, скажем так, татарстанская власть тебе не представляла неких лучшие проспекты для того, чтобы ты остался внутри Татарстана, ты же можешь перемещаться, там, поехать в Санкт-Петербург, я не знаю, там, в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и так далее, развиваться, строить свою карьеру там. И многие татары, надо сказать, от именно технического склада, возможно, технических профессий, там, естественно-научных профессий, видя лучшие перспективы за пределами Татарстана, они, по сути дела, рассеивались, да, и превращались вот потихоньку в этот дисперсный народ, да, в дисперсную нацию, точнее, о которой ты любишь говорить. Это тоже, я считаю, одна из недоработок вот той татарстанской власти, что она фактически для татар внутри Татарстана не смогла создать условия, я не знаю, перспективы, которые тянули бы и удерживали бы татар внутри вот этой республики, так скажем. Я не говорю, что мы все должны там, это и невозможно, такого нет ни в истории, там, ни в реальности, что все должны съехаться в Татарстан и жить там. Я не об этом. Но я говорю, что, во-первых, они не выстроили подлинного суверенитета, во-вторых, они занимались построением ханства, а не созданием перспектив для татарского народа. И в итоге, пока еще ситуация в России была, ну, более или менее демократичной, так скажем, я не знаю, полной демократии это, естественно, не назовешь, такой легкий тоталитаризм. Фактически Россия представляла собой, как бы, порой, наверное, лучшие перспективы, нежели сам Татарстан. А когда все это схлопнулось, вот в это состояние полного тоталитаризма, нацизма и так далее, получается, что заранее-то ничего не было построено, то есть базис, фундамент не был создан. И мы оказались там, где оказались фактически. То есть я считаю, вот опять-таки, с чего начал, общий гуманитарный уровень, то есть гуманитарной мысли у той элиты, которая взяла власть в Татарстане тогда,
Ну, оставляет желать лучшего, на мой взгляд, Руслан Бей. Не знаю, возможно, я не прав, я излагаю свою позицию, да, свою точку зрения. Именно так здесь трудно спорить. Главная проблема, как пробудить. Вот как пробудить вот миллятничку ятрга, как говорится, да? Вот где тот будильник, я не знаю, там, огорошить его, там, водой студеной облить. Потому что, ну, как мы уже подошли ведь к критической точке, критической линии, то есть пропасть, там уже впереди пропасть. Сейчас шагнешь, и все, тебя никто не спасет. Умирать идут просто вот тысячами, да, вернее, и отправляют, и сами идут, потому что Татарстан, Башкортостан лидеры по смертям в Украине. И насильно идут, и за деньги идут, Насильно, да, и и за сами деньги идут идут, да. всячески. Но при Вот я же этом говорю, смотри, умирать да. идут они, пожалуйста. Мы говорим, вот, там, значит, ничего не надо, Халак там, значит, боится, Курка. Так умирать они не боятся за Путина. Не Да. боятся. А защищать свою там республику, свои ценности, язык, дин, религию, они боятся. Вот что это. Но я тоже Как-то, это не видимо, тумблер понимаю. надо перевернуть. И идут умирать за человека, который их не считает за людей, которые их фактически ненавидят. Он явный шовинист, да, это всегда было понятно, что он явный шовинист. Причем он не стал им, там, скажем, после 2014 года, он был им изначально, когда впервые там появилась его физиономия на российских экранах, там, в 98 или каком-то году, он производил впечатление, если даже пересмотреть его там старые какие-то интервью, там 99-го, 98-го годов, ну, явно видно, что он шовинист по всем его высказываниям, по всей манере, риторике там и так далее. Ну, опять-таки, Руслан Бей, вот две фундаментальные категории. Ты назвал это словом суверенитет, говоря на политическом языке, я говорю более такими доступными категориями, да, элементарное самоуважение и элементарная грамотность. Но эта сволочь, еще раз повторяю, хочет жить до 150 лет. При этом он ненавидит татар, он ненавидит мусульман. Кстати, вот здесь вспомнил я по ходу разговора, так скажем, наш коллега, брат да, Муратбей Тимиров, в одном из своих эфиров с тобой на канале «Поистине» произнес замечательную фразу о том, что ислам фактически в России запрещен. То есть было несколько, там, я не знаю, месяц назад, пару месяцев назад был случай, когда человека за арабскую надпись «Шахаду» на стекле, заднем стекле автомобиля посадили, да, то есть его осудили. Да, Шахаду признали экстремисткой. Да. То есть шахада – это основа ислама, да? Нет, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад его посланник и пророк, так скажем. Вот, то есть за эту фразу человека посадили в тюрьму. То есть это о чем говорит? Муратбей правильно абсолютно сказал, что это прямое свидетельство того, что ислам в России фактически под запретом. Все эти кукольные муллы, там, которые... Вот Астраханский тут недавно какой-то муфти или мулла, да, говорит о том, что поддержал возведение памятника Ивану Грозному в Астрахани. Но это шуты гороховые, да, это в лучшем случае их так можно назвать. А в худшем случае, я смотрел сегодня твою лекцию на канале Расима Бабаева, да. То есть они фактически Шахи Али, да, все вот эти товарищи, Шах Али, так скажем. То есть это предатели, это полные предатели. Вот если после всего этого у человека не просыпается, я не знаю, самоуважение, отторжение всего этого, ненависть к этому путинизму, всей этой КГБшности, которая хочет уничтожить нашу нацию, нашу религию, наши братских нации наших братских народов, так скажем. Если после этого не возникает в человеке оппозиция ко всему этому, ну, я не знаю, что с этим человеком делать. Если завтра их потащат насильно принимать христианство, так скажем, креститься, интересно, возникнет в них отторжение или оппозиция? Я боюсь боюсь предсказывать, Руслан Бей, на самом деле. Это большой вопрос. Мы, помню, с тобой несколько эфиров назад подняли очень важную тему. Она вызвала такой ажиотаж, споры и в общем, даже
нам предъявляли, кто вы такие, чтобы выносить какие-то вот решения, определять людей, когда мы, в общем, с тобой обсудили факт того, что если человек откровенно идет воевать там за русский мир, если он поддерживает всю эту систему, почему он называется татарин? Ну, значит, есть основания его оттуда выпилить. Почему? Потому что нация – это сообщество. Нация – это сообщество. Сообщество – это вещь, которая базируется на определенных общих ценностях, общих правилах. Если ты правила нарушаешь, хоть ты какой ни крутой, ну, извини меня, там, правил нарушен дорожного движения, штраф, там, пьяный водишь машину, права отбирают, все, ты не участник дорожного движения, да? Все. Ты можешь реабилитироваться, ты можешь сказать, да, извините, Гитлер, там, значит, штраф заплатить, отучиться, год подождать, можешь вернуться покаянный. Здесь то же самое. Но если люди откровенно занимаются вот тем, что обслуживает интересы вот этого русского мира, то почему он должен считаться татарином? Почему мы не можем взять на себя эту ответственность, их оттуда вычеркивать? Да, я понимаю, что она звучит странно, но это же категориальная вещь, которую мы сами определяем. Шулай, Шулай. И это во многом очень поможет, потому что ренегаты, предатели, вот эти шахали, про которых ты сказал, это страшнее всех остальных. Потому что от врага ты ждешь вражеского, от врага ты ждешь и нападения, и какого-то против тебя действия, акта. От своего ты не ждешь, а он тебе раз кинжальчик, раз кинжальчик, раз кинжальчик в спину. Естественно. Предатели – это то, что вот мунафики, лицемеры. Вот мунафики, да, или фасихи, как там вот в исламе, это страшнейшие люди, поэтому считается в исламе, что мунафики самые грешные, то есть они будут в самом, так сказать, эпицентре ада, в самом эпицентре ада. И вот эти мунафики, вот эти вот татарские мунафики ходят, позируют, что вот без татарлар мы там за Путина поддерживаем туда-сюда. Так они же наносят урона больше, чем этот Путин, потому что Путин – это враг явный. Хасин Мубин, что сказано опять-таки в Коране. Вот явный враг, никто же не сомневается в этом. А когда выходят какие-то там, не знаю, спортсмены, фигуристки, какие-то там прочие певцы, певички, и начинают, я извиняюсь, сверкать своей пятой точкой, что тоже непозволительно с точки зрения нашего ахлака. Говорят, ой, вы ретрограды. Слушайте, тогда в этом случае, если у нации нету никаких ценностей, если у нее нету никаких вот то, что называется ахлак, да, и все остальное, то тогда это не нация, это просто, кучка людей. И, собственно, от них-то какой толк, если они не разделяют эти ценности. Я еще раз повторю, что нация – это сообщество, которое базируется на общих принципах, на общих ценностях. Они есть, это нормальное явление. Но если их нет, тогда это не нация, это просто толпа, охлос, мальтитюд, или просто там люди мегаполиса, да, люди множественности, люди хаоса. И вот, чтобы мы не превратились в этот хаос, у нас должны быть эти ценности. И они должны быть строгие. Вот сейчас уже я более чем убежден. Раньше я еще как-то так, скажем так, либеральничал, думал, вот все-таки там не надо в определенные рамки загонять. А сейчас я понимаю, что если рамок не будет, все. Если, помнишь, как у Достоевского, коли Бога нет, то все позволено. Если рамок нет, то, соответственно, ты будешь говорить, слушайте, если нет границ, то что ты мне можешь указывать? Нет же никакого. Нет, я полностью согласен, Руслан Бей. Вообще ситуация очень парадоксальная, да. Во-первых, мы все-таки исламская нация, да. Я не знаю, может, не совсем корректный термин. Я имею в виду татары, мы, это ислам, так скажем, важнейший аспект нашей самоидентификации. То бишь, если бы не ислам, мы, в принципе, наверное, как от нации не сохранились бы в этих реалиях, да, находясь внутри России. И фактически, то есть не привязанность там к территории там Татарстана, который нам нарисовали на географической карте России, так скажем, не это является определяющим, а прежде всего ислам и язык, естественно, наша культура. Но так или иначе, мы же понимаем, ты говоришь там и о мальтитюд, и о
некой такой бесформенной, да, вот этой человеческой массе. Это везде происходит в мире, да, мир, там, скажем так, и в худшем, и в лучшем смысле глобальный полностью. И мы понимаем, что среди татар есть как сторонники того, чтобы это была нация, себя татарская ассоциировала с исламом прежде всего. Мы знаем, что есть такие, которые, скажем так, не хотят этой прямой вот этой связи, идентификации. То есть они там как бы настроены больше на некую такую вестерн, западная, да, там некая ориентация. Но ведь проблема-то в чем? Проблема в том, что вот эта Россия, в какое состояние она загнала татарский народ, она им отрезала оба пути. И исламский путь, который, ну просто ислам запрещен, да, мы говорили уже об этом. То есть, если еще неправильно там будешь слишком много ходить в мечеть там и так далее, то тебя и посадят, как говорится, и обвинят и в терроризме, и в экстремизме, и в чем угодно, да. Это, во-первых, ну и тем, которые не хотят прямой идентификации, так скажем, с исламом, а более такие вестернизированные, им же Россия обрубила вообще все пути фактически на Запад. То есть тут даже не только, я имею в виду, не только с исламом все это связано. В принципе, никаких хороших вариантов, кроме как перспектива китаизации и русификации полной в будущем не ждет, если мы будем в таком вот состоянии пребывать, я имею в виду. Я полностью прав, вернее, полностью согласен с тобой, ты полностью прав. А по поводу того, что вот эти все инфлюенсеры, там всякие там фигуристки там и прочие, которые там нас критикуют, естественно, мы там списки создавать не будем, да, как говорится, во всяком случае, пока не создаем. Но если они поддерживают тот режим, ту власть, ту политику, которая открыто занимается геноцидом твоего народа, к которому принадлежат твои родители, дедушки, бабушки, там, корни твои, род, так скажем, которые просто открыто не уважают нас. Если мы заявим те же вещи, вот о которых ты говорил, нацистские вещи, которые там заявляют все эти московские, российские федеральные чиновники, если кто-то из татар произнесет это, он же просто пойдет по экстремистской статье сразу же. То есть нам же не позволено то, что позволено им. То есть это явно нацистский, русско-нацистский режим. И если ты поддерживаешь, будучи татарином, нося там, или татаркой, нося татарскую фамилию, там имя имея татарское, но ты если поддерживаешь эту власть, которая на деле как будто бы защищает русский язык в Украине, в чужом государстве, да, совершенно чужом отдельном суверенном государстве, якобы защищает русский язык, при этом не дает учить татарский язык в Татарстане, которые вот эти все чиновники центральные, федеральные, просто, ну, открыто уже изгаляются, оскорбляя фактически всех нерусских жителей России. Да. Если ты, будучи татарином или татаркой, поддерживаешь эту власть, эту политику, этот режим, ну какой ты после этого татарин или татарка? Ты самый натуральный манкурт, мунафик, предатель. Я полностью согласен с тобой. Спасибо. Я тут хочу ответить, некто Бис Уйгурлар пишет, что нету в исламе нации, значит, ислам религия арабов, у тюрков свои герои, своя религия, зачем нам арабская религия? Ну, судя по всему, вы человек, который как минимум не знает, что такое ислам, а как максимум человек, который не дружит с головой. Я вам как историк могу сказать точно, что именно ислам сформировал и сохранил татар как нацию, ну, нацию, например, европейского типа, да, потому что мы, если говорим nation, мы подразумеваем европейское определение. Что касается, что нету народов, это все чушь, и где вы эту ерунду взяли, потому что в исламе сказано, конкретно в Коране сказано, мы создали вас народами и племенами, дали вам языки и распылили вас по земле, да. 40, где-то 35 до 40% повествования в Коране – это история народов. Народ Лута, народ Мусы, народ Иисы и так далее и тому подобное. То есть это обязательно народ и его пророки, те, кто следует, в общем-то.
Так что говорить о том, что в исламе нет наций, абсолютно глупо, и говорить о том, что она какая-то арабская, то же самое. Тогда Ну, я так понимаю, это, Руслан Бей, речь, извини, когда, да, тоже. извини, вот идет речь, когда об арабском языке, опять-таки, арабский – это не язык арабов, как считается, потому что этот язык был спущен как откровение, и арабский переводится как чистый, ясный. То есть вот есть понятие такое кляр, да? Сайф, то есть чистый. То есть это язык откровения. Он не привязан к народу. Он не привязан к народу, он дан был всем. Собственно говоря, если вы посмотрите просто в структуру и ткань татарского языка, вы обнаружите, что 25% слов, определений, понятий, все связано с арабским. Начиная мактеб, медресе, китаб и все остальное, все, что связано с образованием, ученостью, письменностью, литературой, это все арабский язык. Это все исламская терминология. Поэтому то, что вы тут вещаете, абсолютно глупо. И, ну, я не хочу просто тут кого-то оскорблять, но это выглядит абсолютно наивно. Абсолютно наивно. Ну и у него каша в голове, у него или у нее, потому что говорит, с одной стороны, в исламе нет наций, с другой стороны, говорит, что ислам – это религия арабов. То есть, Да. говоря о том, что это как будто бы нации какой-то религии. Да? То есть, это внутреннее противоречие высказывания, во-первых. Да. А во-вторых, это, скорее всего, человек, да, вот, который говорит, есть же любители вот, вернуться там до исламским временам, поклоняться снова там небу, солнцу и так далее. Ну, это все несерьезно, по-моему, в Ну, он не нынешнее знает время. просто истории, не знают люди Да. истории вообще просто-напросто. Считают, что вот сейчас мы вернемся, давайте там поклоняться воде, там, истуканам и так далее. Вы что думаете, что этим самым вы обретете счастье, что ли? Я еще раз говорю, что вся письменность, цивилизованность как основа зыждется на исламских понятиях. Просто-напросто. Это чисто исторический факт, без всяких, так сказать, субъективных оценок. Не врите, исламская традиция идентифицирует всех как мусульман. Естественно, идентифицирует всех как мусульман. Более того, есть система ценностей: мусульманин, татарин, мужчина, женщина и так далее и тому подобное. А что то, что вы предлагаете, это не идентификация всех, как тюрков, например. Что же за идиотизм такой? Я от того, что мусульманин, я не перестаю быть татарином, например, или Булат-бей не перестает быть татарином. Он не перестает учить, любить свой язык, свою культуру, например, изучать. То есть вы сознательно провоцируете как раз-таки и приписываете это мусульманам. Потому что если бы не было ислама, татарский народ бы не сохранился. Я просто хочу вам показать, и посмотрите в России народы, которые вне ислама, что с ними стало. Просто посмотрите, что с ними стало. Теперь посмотрите народы, которые в исламе, и как они держатся, как сопротивляются, как, невзирая на все трудности, например, Кавказ, как он и численно растет. А его давят на протяжении столетий, как и нас давили на протяжении столетий. Так что это вопрос важнейший, а то, что вы гоните, это дебильная, так сказать, пропаганда, не более того. Ну что ж, Булат-бей, здесь такая минутка, что называется, двухминутка ненависти, как у Джорджа Оруэлла в 1984. Ну, так или иначе, мы все в этом повествовании находимся. Да. Я согласен полностью. Я не хочу просто это. У меня тоже есть что ответить на эти комментарии, но не хочу уходить в эти ответы, так как мы совсем уйдем от нашей темы, так скажем, нашего эфира. Ну что ж, я тогда думаю, мы можем на этом сегодня завершить. Дорогие друзья, Кадриль Руслан, если у вас какие-то предложения, темы есть, пожалуйста, пишите. Пишите к нам в телеграм-канал Татполит, там есть соответствующий чат, у нас там несколько чатов, в общем, их администрирует, вы можете писать, адресовать свои вопросы, предлагать, может, предложите какого-то человека, который хотите, чтобы выступил у нас в эфире, мы с удовольствием рассмотрим это предложение. И, в общем, как обычно, просим вас подписываться, ставить лайки, это часть нашей общей борьбы, подключать VPN. И самое главное, не отчаиваться. Не отчаиваться, потому что пока мы живы,
пока мы целы, пока мы можем говорить, действовать, ничего не потеряно. Потому что даже если есть один среди нас, но очень достойный, он будет сопротивляться, ибо один в поле тоже воин. И наши предки показывали как раз, как Великая Степь сгибалась под давлением, так сказать, небольших групп наших предков, воинов и героев. Так что Мундада Шалухальбек, Зурахмат Сызге, Исан Имин Булагас, Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.